بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья, иншаллах, сегодня я вам расскажу хадис пророка, алейхиссалату вассалам, о котором говорится в нем, как началось все в начале. Война между сыновьям Адамом и Иблисом, алейхиллана. Как черный и белый, также у каждого свое правило. Аллаху Та'ала так создал нас и пустил нас играть эту игру. Кто честно играет, правильно играет, пройдет и рай получит. Если шайтана не было бы, Иблиса, алейхиллана, и его войска, испытания не было бы. Смысл создать человека, на чем испытать его? Кто искренний, кто правдивый. Поэтому Аллаху Та'ала создал нас, людей, и для нас тоже Он дал оружие. Также Аллах создал Иблиса, алейхиллана, и ему тоже дал оружие. Он тоже не без оружия. Но Аллах, если сравнить то, что Аллах дал нам, это намного мощнее, если мы будем держаться и взяться за эти оружия против Иблиса, алейхиллана. Когда мы на мелочь сразу сдаемся и боимся, конечно, шайтан владеет над нами. Давай вернемся к хадису пророка, алейхиссалату вассалам. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Этот хадис передает нам Аби Саид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: «Ламма аскана Аллаху Адама аль-байта, قال». Когда Аллаху Та'ала Адама спустил, где находится возле Кааба. Видите, Кааба с тех времен она находится. Тогда Адам, обращаясь к Аллаху, говорит: «Иннака кад а'тайта кулла амилин аджраху фа'атини аджрах». О Всевышний Аллах, Ты каждому, кто свою работу делает, ему награду, хак его даешь. Я прошу свой хак, Аллах, награду. Дай мою награду. Вот так попросил Аллах. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكَ. Тогда Аллаху Та'ала, вот награждение, внушает Адаму и говорит, что я прощу, то есть прощал тебе из-за ифтабихи, если ты будешь возле этой Каабы сделать таваф, обход. Аллах говорит, прощает, вот возле Каабы таваф сделать. Настолько велика награда возле Каабы делать таваф. Пророк, алейхиссалату вассалам, в хадисе сказал: «Ман тафа бил байти саб'ан». Кто будет совершать обход возле Каабы 7 раз, «Васалля халфал маками ракатайни», и совершит 2 раката намаз за этим макамом Ибрахим. Кто хаджи был, знает, как маленький минарет есть там. И после этого, после 2 раката намаза тоже, «Шариба мимма и замзам», пошел и выпил воду из замзама, «Гафар Аллаху лаху дунубаху кулляха балигата ма балига». Слова пророка. Аллах простит этого человека все грехи, кулляха, все, говорит, балигата ма балига, сколько бы они много не было, говорит. Да куда бы они не дошли, говорит. Настолько милость Аллаха большой для тех людей, которые совершают хадж. Не только наши уммы. Современ, мы поняли из хадиса Адама, алейхиссалату вассалам. Тогда Адаму сказал, просто совершай возле Кааба обход
и ты будешь прощен за все ошибки. Тогда Адам, алейхиссалам, сказал: «Я Рабби зидни, о Аллах, добавь мне еще что-то для награды». Ну, грехи простил, это понятно, алхамдулилля. Но я еще хочу что-то. Как наш отец Адам, алейхиссалам, переживал за все умму, которые сыновья, независимо, он негр, белый, красный, еврей, христианин, все здесь охватывает. Если будет уверовать в Аллаха, они получат этот награду. «Кад гафарту лиман тафа бихи мин валадик». Аллах говорит, хорошо говорит, я прощу все грехи из твоих потомков, кто бы не совершил возле Кааба обход, их тоже прощу, говорит. Раз они пришли хадж, их тоже прощу, говорит. Поэтому, алхамдулилля, мы же видим, не негры есть, худые есть, большие есть, белые есть, красные есть, все там. Аллах говорит, всех я прощаю. Вот такой милость хадж. Многие люди, субханаллах, вот лишенные от этого милости. Думают, потом совершу хадж, потом совершу хадж, и в конце в могилу попадает, падает в могилу, и все. Не дай Аллах. Тогда Адам говорит, алейхиссалам, «Я Рабби зидни, о Аллах, еще добавь», говорит. «Кал кад гафарту лиман истагфару лаху». О Аллах тогда говорит, я прощу, говорит, не только тех людей, которые обход сделали возле Кааба, я прощу и других людей, которые за кого они попросили прощения, говорит. Раз пришли к Каабу, сделали таваф, и потом поднимет руки и скажет, о Аллах, прости моих близких, родных, которые не смогли совершить. Настолько честь большой и уважение для тех людей, которые совершают хадж. Наверное, взрослые из вас помнят, в 91 году, вот эти года, когда люди совершали хадж, какое уважение для них было. А сейчас как экскурсия там, в санаторий поехали, приехали, люди уважение тоже потеряли. Вот уважение Аллаху Та'ала какой показывает. Их дуа тоже настолько велика, когда они просят, Аллах простит за всех, которые даже здесь. Вот сейчас здесь начинает Иблис, алейхи ла'нат, свою роль. Факама Иблис, тогда Иблис проклятый стал аля ма'зимин, между двумя узкими горами, и сказал, я Рабби, о мой Господь, джа'альтани фи дарил фанаи, ва джа'альта масири илян нари, ва джа'альта ма'и адуи Адам. Ты меня сделал дунья, который исчезает, ахрат для меня, там рай нету, как будто нету ем, это же ад, джаханнам, это для него не жизнь, только жизнь это дунья, хоть 1000, хоть 5000, хоть 100 000 лет жить, будет Иблис, но все знаете, наверное, Иблис до судного дня будет жить, отец всех войсков, а сыновья Иблиса, они умирают, но они тоже долгожитные, но они умирают. «Ваджаальта масири илян нар», и мое местонахождение в аду, говорит. «Ваджаальта ма'и», и со мной сделал в этом дуне тоже, меня так не оставил, врага Адама поставил, говорит, против меня. «Ва атайтаху», ты много чего ему отдал, «фа аатини кама атайтаху», также мне тоже давай, говорит, сейчас. «Кал», Всевышний Аллах сказал, «Джаальтука тараху ва ла ярак», я сделал так, чтобы ты видишь Адама и сыновьев Адама, а он и его сыновья тебя не видят, говорит. Вот первая сила. Тогда Иблис говорит, зидни, еще добавь, говорит. Кал джаальту кальбаху масканан лака. Аллах говорит, сердце его, Адама, для тебя как дом, говорит. В любое время можешь заходить. Если он не закрывает свое сердце упоминанием Аллаха, читая дуа, все. Дом для Иблиса, твое сердце открытый. Для Иблиса это не хватает. Он говорит, Рабби зидни, еще добавь, говорит. Тогда Аллах сказал, говорит, «Кад джаальтука таджри минху маджрад дами». Ты, Иблис, говорит, вот где кровь человека идет, в венах, на венах ты можешь свободно играться.
во всех венах тоже. Тогда Адам, конечно, переживал за умму, за общину, за потомков. Обратно стал и говорит: «Я раб, мой Аллах, кад атайта иблис». Ты отдал, говорит, Иблису много чего. Фахатини, еще мне давай, говорит. Видишь, диалог между Аллахом и здесь враг Иблис. Видите, здесь никакой противного слова нету. Дает каждому. Сейчас мы увидим в интернетах суфисты, вахабисты, салафисты чуть ли себя каждый не кушают, не отравляют, чем как бы не называют. Диалог вот так аккуратный должен быть. Если истину хотят понять. Обзываться, это ни к чему хорошему не приведет. Приведи твой далиль, приведи мой далиль. Вот как видите, дал ему, дай мне. Все. Аллах тогда говорит Адаму: «Кад джа'альтука тахумму бил хасанати ва ла та'амалуха фаактубуха лак». Я сделал так, говорит, если ты постарался что-то хорошее сделать и не смог сделать, фаактубуха лак. Аллах говорит: я это напишу, как будто ты сделал, говорит. За то, что ты что-то хотел сделать. Он говорит, Адам алейхиссалам: я Рабби зидни, еще добавил, говорит. قال جعلتك تهم بالسيئة ولا تعملها فلا أكتبها عليك. Я сделал так для тебя, конечно, для всех потомков. Тахумму биссайяс, постарался сделать что-то плохое. Валя та'амалу, но однако остановился, очнулся, понял, что это нельзя. Не сделал. Фаля актубуха алейки, я это не напишу, говорит. И если честно, если взять хорошее сделал, хотел сделать, не сделал, Аллах написал же хорошее. А плохой человек хотел сделать, так же надо было сделать, написать плохое. Ну, милость Аллаха большой, не напишу, говорит, за то, что ты остановился. Еще сверху, еще один милость Аллаха, ва актубу лака маканаха, замен за то, что ты старался плохое сделать и смог остановиться, я напишу тебе еще хорошее, говорит, сверху. Видите? قال يا رب زدني, о Аллах, еще добавил, говорит. قال واحدة لي وواحدة بيني وبينك وأخرى لك فضل مني عليك. Вот это последнее. Аллах говорит, одна мне будет, говорит, а другая для тебя и для меня, говорит. И третья от меня чисто для тебя подарок, говорит, большой, огромный. Фадл, говорит. Аммаллати ли, который Аллах сказал, это для меня первый час, та'будуни ва ла тушрику би шай'a. Поклоняйся мне и не имей сотоварищей. Грехи, конечно, каждый может попасть, грехи совершать, не совершать. Главный ширк не делай, в первую очередь. Вот это непрощаемый грех. Если так умрешь ширком, многобожие. Ва аммаллати байни ва байнак, а второе, который между мною и тобою, фаминка дуа, просто подними руки, сделай дуа, ва минни иджаба, от меня ответ, говорит. Это между нами, говорит. Любое время, как бы шайтан тебя всю жизнь не побеждал, очнись, пока смерть не пришел к тебе. Делай дуа, начинай все заново. Ва аммаллати лака, который тебе говорит, فإنك تعمل الحسنة فأكتبها بعشرة أمثالك. Какой бы хороший амал ты уже не сделал, вот сделал амал, там, когда старался и не сделал хороший, одно награждение. Старался плохое сделать, не сделал, здесь тоже еще одно награждение. А здесь старался хорошее делать и сделал. Аллах говорит, вот одно я увеличу на 10 раз, говорит. В других хадисах говорится, даже до 700 раз может Аллах увеличить, если намерение настолько искренний и хороший. Фактубуха би'ашрати амсали. Ва аммаллати фадлун минни алейка. Вот последний, который Аллах говорит, от меня чисто для тебя большой саугат, огромный награда. Фатастагфируни фаагфиру лака. Попрось прощения Аллаха. О Аллах, прости, искренне, сердцем, душой. Фаагфиру лака, я прощу тебя, говорит. Ва ана ал-гафуру рахим, я прощающий, милосердный Аллах, говорит. Наверное, помните, в достоверных хадисах
где говорится, однажды один человек убил 99 человек. И потом как-то он задумался, решил покаяться и вернуться к Аллаху. Искал праведного человека, пошел и нашел, христианина нашел, и сказал, как-то один человек убил 99 человек, говорит. Этому человеку есть шанс. Шанс есть этому человеку покаяться и вернуться к Аллаху. Этот монах говорит, конечно, нету, говорит. 99 человек убил и в конце хочет спасаться. Нет, конечно, он будет вечно гореть аду. Поздно ему сказал. Так что ли, говорит? Так, говорит. Хорошо тогда. Взял он этого человека, монаха тоже убил. Дошло количество до 100. Вот, когда человек говорит, нету шанса для покаяния, он будет, каждый ход молодой старик будет продолжать до последнего дня. Как-то, когда говоришь, шанс есть, они могут остановиться и меньше будет, который совершает плохое. И потом он все равно не отчаялся, начал искать другого человека, праведника, спросить у него, есть ли для меня шанс исправиться. Как-то он нашел другого человека, праведника, который Аллаха знал, познал, но это до нашей общины, времени других пророков было это. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал этот рассказ. То, что Аллах ему внушал. Он нашел праведника и сказал, как-то один человек убил 100 человек, говорит. Но про себя не говорит. И так, правило такое, как бы человек не совершил грех, он не должен говорить, вот я совершил. Как-то один человек убил 100 человек. Есть ли для него шанс покаяться? И тот сказал, конечно, говорит, кто может быть преградой между рабом и Аллахом, говорит, который создал его, говорит. Кто может быть, говорит? Покайся, говорит, вернись к Аллаху, говорит. И он спрашивает, а как ему надо покаяться, что надо делать? А он говорит, где он живет? Плохой там село, где плохие грешники. Пускай оттуда выходит и переселяется в другое село, где есть праведные люди, хорошие люди. Достоверный хадис это, смотрите, братья. Он выходит из своего села и хочет переселиться в другое село, где есть праведные люди. И в дороге, в пути, смерть пришла этому человеку. Умер этот человек. Еще не совершил ни одно благое дело. Ни одно благое дело не совершил. Пришли ангелы смерти. Ангел рахмат и ангелы наказания. Есть, который наказывающий ангел, который души берет и забирает джаханнам. И есть, который милость, рай, который забирает. Обе ангелы стоят и спорят, говорят, не как люди спорят. Что он заслуживает, милость Аллаха или наказание Аллаха, чтобы дальше в могиле наказать или не наказать. Аллаху Та'ала отправляет третьего лица. Как человек, в образе человека отправляет к ним, между ними судья делать. Они говорят, как нам это решить? Вот так у нас проблема. Этот человек говорит, посмотрите, говорит, куда он ближе. Хорошее село или плохое село? Куда он был намерен идти? Когда померили, он был, говорит, ближе, где село праведников. Тогда было решено для этого человека, что он заслуживает милость Аллаха. Видите? После столько вот милость Аллаха для таких людей, если несмотря на все это, и человек умрет грешным, многобожником или же кафиром, конечно, он будет винить себя только. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ядхулю мин уммати», все входят в рай, говорит, из моей общины, кроме тех людей, которые отказываются от рая, говорит. Сподвижники удивились, спросили, «Я Расулаллах, кто будет отказаться от рая, говорит? Как бы он плохо не жил в этом мире, когда рай увидит, кто будет отказаться, говорит?» Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, те люди, которые не вернулись к Аллаху в своей жизни, они считаются, отказались от рая, говорит. Имея столько шансов и сил и возможностей, они все это упустили. Месяц Рамадан, хаджа, джума, это все для нас было
баракатом и силой войти в рай. Но он ничего не использовал. Дай Аллах нас сделать самых приближенных рабов к Аллаху, которые в свое время, которые поспешили к Аллаху, довольству Аллаху. Не дай Аллах нашим близким и родным потомкам, чтобы сдавались шайтану Иблису алейхи лана. Амин, амин, амин. Вальхамдулиллахи раббил аламин.